Фронтовая полоса и тыл, разрушенные города и села, оставшиеся без крова старики, задумчивые российские солдаты. На снимках запечатлены события последних месяцев в Мариуполе, Донецке, Лисичанске, Луганске и других уже российских городах. Это кадры, которые автор выставки сделал, находясь на передовой. В преддверии празднования 79-летия со дня Великой Победы в Белом зале Акмолинского университета открылась выставка военного корреспондента российской газеты Владимира Аносова «Донбасс-2023». Посмотрел часть выставки, по ощущениям, наверное, в первую очередь ощущается гордость за тех, кто сейчас на фронте. У меня самого близкий мне человек, к сожалению, не вернулся, так что, наверное, с долей даже радости смотрю вот на то, как сейчас многие возвращаются, многие добиваются своих успехов на фронте, и надеюсь, видимо, это все уже скоро кончится, так как все больше успехов у вооруженных сил России. Ну и, пожалуй, мне сейчас просто хочется, чтобы это быстрее все закончилось нашей победой. Это уже вторая выставка Владимира Аносова в Башгоспедуниверситете, где он объективно и беспристрастно отражает события, происходящие в зоне СВО. Каждая из 35 фотографий – отдельная история, за каждым изображением – жизни и судьбы. В церемонии открытия приняли участие почетные гости, ветераны СВО, преподаватели, студенты вуза. От имени главы Республики Башкортостан Радия Хабирова собравшихся приветствовал Алексей Дербеков. Конечно же, это очень смелые люди, военкоры, которые находятся рядом на передовой с нашими бойцами, которые фиксируют эту историю, которые доносят, рассказывают. И хотелось бы, чтобы те, кто сегодня или в следующие дни увидят фотовыставку, задумались о том, что происходит, о том, какой вклад в общее дело могут нести они. В приветствии участникам выставки автор рассказывает о встрече с башкирским добровольческим батальоном. Аносов отмечает, что бойцы с честью и отвагой выполняют задачи на самых сложных участках фронта, достойно продолжают традиции своих предков. Но я хочу сказать, что Родину защищает каждый на своем месте. Каждый отдает свой долг. И я благодарен всем тем, кто буквально недавно принял участие в том гуманитарном пробеги, которое организовало отделение Русского географического общества Республики Башкортостан и наш Акмолинский университет. И вот этот гуманитарный груз был доставлен нашему батальону Шаймуратова. И надо сказать, что действительно ребята, которые получили его, были очень благодарны. После открытия фотовыставки состоялась встреча студентов Акмолинского университета с ветеранами специальной военной операции и участниками гуманитарного конвоя, который доставил в зону СВО посылки и письма от студентов и преподавателей вуза. Выставка продлится до 9 мая.